день, дорогие ребята! Сегодня у нас урок русского языка и литературы. Тема сегодняшнего урока – климат означает наклон. Цели нашего урока, ребята. Вы сегодня будете определять основную и новую информацию, выделять ключевые слова, раскрывающую тему текста. Научитесь различать количественные и порядковые числительные, простые, сложные и составные числительные. Ребята, что же такое климат? Климат, ребята, это многолетний режим погоды, характерный для данной местности. Слово «климат», ребята, означает наклон. Древние греки связывали климатические различия с наклонами солнечных лучей к земной поверхности. Климат – это многолетний режим погоды, характерный для данной местности по его географическому положению. Климат, ребята, характеризуется на основе преобладания направлений ветров, количества и режима выпадения осадков. Различают, ребята, жаркий, теплый, холодный, сухой и влажный климат. Климат очень влияет на состояние водоемов, растительный и животный мир, условия существования человека и его практическую деятельность. Мотором погоды, ребята, как мы уже сказали, климат является мотором погоды является Солнце. Признаки погоды: температура воздуха, влажность, атмосферное давление, ветер, облака, осадки. Из чего же складывается погода? Да, вы скажете, из чего складывается погода? Температуры, облачности, ветра и осадков. Хорошо. Теперь, ребята, следующая часть нашего урока, грамматическая часть нашего урока. Это имя числительное. Что же такое числительное? Ребята, числительное – это часть речи, которая обозначает количество предметов. Числительное, ребята, отвечает на вопрос «сколько» и «который». Числительное делится на два вида. Это количественные числительные и порядковые числительные. Отвечают на вопрос количественные «сколько», а порядковые «какой» и «который». Например, сколько 4, сколько 20, сколько 100, сколько 349, 445, 547. Какой и который? 4, 20, 106, 241. Это, ребята, порядковые числительные. Еще раз повторяю, ребята, порядковые количественные числительные, ребята, делятся на простые, сложные и составные. Простые имеют всего лишь один корень, да, например, 8, 4, 4, 5 и так далее. Сложные имеют два или более корней, например, 7, 10, два корня. 12-5-летний или 12-50, три корня. Составные состоят из двух или более слов, например, 36, 1/5, 1975, 1973. Дальше. Посмотрите внимательно на этот текст. Территория Казахстана находится очень далеко от океана и открыта для ветров с запада и севера. Из-за этого основными свойствами климата Казахстана являются его резкая континентальность и неравномерное распределение природных осадков.
Климат Казахстана. Значит, зима в Казахстане холодная, продолжительная, на севере умеренная и мягкая на юге. Средняя температура января варьируется от 18 градусов Цельсия на севере до 3 градусов Цельсия, а на юге. Лето у нас сухое в Казахстане. На севере теплое, в центре очень теплое, а на юге лето у нас жаркое. Почти для всей территории Казахстана характерны сильные ветры в ряде регионов свыше 40 метров в секунду. Значит, у нас очень ветер, да, ребята, сильный. Дальше. Хорошо, теперь вам будет такое задание, ребята, домашнее задание. Перед вами текст. Называется «Климат Северного Казахстана». Внимательно послушайте. Он имеет весьма четкие черты резко континентальной зоны. В январе температура колеблется от 19 до 1 градуса в зависимости от места расположения. В июле средний показатель плюс 17, плюс доходит до 31 градуса Цельсия. Летний период сопровождается весьма засушливой погодой. В некоторых областях температура может доходить до отметки плюс 50 градусов Цельсия. Зима же практически не снежная и достаточно очень холодная. Максимальный показатель, который был зарегистрирован, составляет 58 градусов Цельсия. Вот такой, ребята, вам текст. Ваша цель. Хорошенечко еще раз прочитайте этот текст. Потом прочитайте текст без цифр. Без цифр. Мына сандарсыз оқимыз. Прочитайте без цифр. Значит, потом скажите, ответите мне на вопрос. Сохранилась ли основная мысль, основная информация этого текста? Если да, то почему? Если нет, тоже почему. Выпишите из этого текста числительное, да? И значит, напишите ключевые слова с этого текста. Вот такое будет вам задание. Значит, слушаем ли вы меня внимательно? Спасибо за внимание.